Народ и общественность Тоже добилась своего во втором тайме. Отличился Пуэрто. После этого мадридские болельщики, решившие, что с их футболистами обошлись несправедливо, начали бросать на газон бутылки и другие предметы. После 40-минутного перерыва встреча возобновилась, но иначе как фарсом ее назвать было уже нельзя. Атлетико после 3 удалений доигрывал матч восьмером. Итог 1-0 в пользу Севильи, которая вышла на 5-е место в турнирной таблице. Дмитрий Дятлов, Вести Спорт. Каждую субботу честный детектив начинает новое расследование. Улики, свидетельства, отработка версий, сбор доказательств и опровержений, погони, задержания и, главное, поиск истины. Это будет «Честный детектив». «Честный детектив». Программа Эдуарда Петрова. Каждую субботу на канале «Россия». Вы готовы? Суперпроект «Великолепная восьмерка» и его юные участники из 8 городов России. Главное не участие, главное победа. Они могут все. No problem. Браво! Раскованные, талантливые, лучшие в уникальном телевизионном шоу «Великолепная восьмерка». Мы все за Не пропустите. Премьера. Воскресенье на канале «Россия». Да, это сильно. Он знает, где правда, что настоящее и в чем сила. Вот ты говорил, город — сила. А здесь слабые все. Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее. Здорово, бандиты. Меня Данил зовут. Ну, здравствуй, брат. «Брат» и «Брат 2». Ты видел их? А ты еще посмотри. Сегодня и завтра на канале «Россия». Направит – новое поколение витаминов с экстрактами лекарственных трав от компании «Эвалар». Спонсор метеовыпуска – витамины нового поколения «Направит» с экстрактами из лекарственных трав. Витамины «Направит» – верное направление к идеальному здоровью и красоте. Спонсор метеовыпуска «Идеал» – природный скульптор идеальной фигуры. Здравствуйте! Метео ТВ о погоде, в студии Елена Ковригина с информацией Гидрометцентра России. В Восточной Сибири атмосферное давление падает. Без осадков только на Таймыре, здесь и холоднее всего, 25-30 мороза. В остальных районах возможно оттепель, но сопровождаться она будет снегом и сильным ветром. В центре Красноярского края около нуля, на юге края, в Туве и в Иркутской области до +5. В теплом воздухе и юг-западной Сибири, в Тюменской области и на Алтае +3,8, в Омской и Новосибирской областях до +6. Весеннее тепло устремилось и на север. В Ханты-Мансийском автономном округе от -4 до +1 пройдет небольшой снег. На Урале погода самая неблагоприятная. Дожди с мокрым снегом, резкий ветер, заносы на дорогах. Температура постепенно понизится до нуля. На снимках из космоса хорошо видны облака циклона, которые уходят на восток. Погода теперь в Придуралье и в Поволжье будет ненастная. Снег, ветер с порывами до 20 метров в секунду, гололед. Днем 0-5. В Волго-Вятском районе до 7 мороза. А в центре и в Черноземье вновь повеяло весной. От 0 до +5. Давление растет, солнце не просто выглядывает, но и заметно припекает. На северо-западе еще возможен снег до -5, а на севере до 7 мороза. Снег небольшой, ветер слабый. На юге дожди, местами сильные, на Черноморском побережье грозы. В горах Кавказа мокрый снег. Преобладающая температура +5-10. В Краснодарском крае 11-16 тепла. В Санкт-Петербурге около нуля, не исключен снег, а в Москве без осадков и тоже около нуля. До свидания. Народный артист
Новый сезон. Отборочные туры завершены. Шоу начинается. 125 претендентов и только 30 мест. Кого выберет строгое жюри? Кого поздравят Ольга Шелест и Оскар Кучера? Самое зажигательное шоу «Народный артист». Завтра на канале «Россия». Невероятное путешествие во времени вместе с новыми русскими бабками. Каменный век. Идущий из бани приветствует вас. Бабуля, закурить не найдет? Матрёна, мне страшно, спаси! Боже мой, куда катится шоу-бизнес? Новое фантастическое кривое зеркало. Ахтунг! Ахтунг! Премьера сегодня на канале «Россия». Хормейстер Октябрина Птицына. Справки по телефонам 36 06 90 78 58. Ну, если в эфире «Добрый вечер», следующие 20 минут смотреть коротко о главном пятнице 24 марта. Бүгін пресс-версиясын Солбиятч Александр Власов республика бары терилтелергер хамнаска ехи контролур мунняға салайды. Афанасий Сидоров микро Петра Мозаика курдук седах искусстваны эдеречакка хуяр. Сарсын жокусайга ипподромға саскы атсудыты болуға. Бүгін бұсылға республика бары терилтелергер хамнаска ехи сабар туғынан пресс-версиясын Солбиятч Александр Власов салаятчыла контролур хамыхе мунняға болды. Бірген қамнасқа ұлыған естіғ олырар тірілтерінен Джеот коммуналия қағайыстауты министерствоты ден ехтіндерділер. Джеот коммуналия қағайыстауты мүлеттергер бұл сыл 90 маңнығы күнне тұрғынан қамнасқа ес суық әтігінен баран бұл аспыт еккеге әме ес тақсан кәлбет. Құлын тұтар үй тұрғынан ЖКХ сүрбі тоғыз тірілтетігер ес ағуғын алттан ар миллион сол көбайға тейді. Мұнияқа ехтіндер біттерінен үліхеттер қамнастарын мұсустар үйге төліхектері ден әттілер. Бүгін күнге қатшыны бағыңа түйірділер. Контроллур қамығы мұнияғар бұл сылға ехе суық қамнағы төліен контроллурга былаан ылыннылар. Бу былаанга бары государственный өлүләхтәрелтеләр уставной капиталларынан анаммыт министерстволарга сыгырылыктыра. Этен арбитражный управляющий кытары салгы гөлгирге әттиләр. Манитеңа бүгін республикатағы олығы жағы қатчер коммунальный қағайыстыва оны энергетика министерстветін коллегетін кен ыңғырылақ мұнyaға болды. Манна аспыт сылға қағайыстыва өләтін түмігін этені бұ сылға быланы жүлестілер. Пресс-версиясын Солбиятчы Василий Грабцевич 4 цел устата қағайыстыва өләтін ортотық сыналыққа сөбден әтті. Бұл судырғы вопрос болбатақ, тұспа қығалғалақ ұстық бизнестен тұғылан білетәді. Коммуналия қағайыстываға қочуылнайдар, онна этитер сетемнер әргербеттері үліға турайдары өскетер. Аспыт сылға олығы жағаға қатчер коммуналия техиге салайы көжістәқ механизмын өскетіге, ороскоту намтатыға олығы жағаға қатчер коммуналия өңі әріләқ болутын, она қачыстыбатын үрдетіге жағалары ұлыбыдден министр Александр Антоненко қағайыстыва аспыт сылға үлетін түмігін тұғынан докладығар ехтінлерді. Тәрілтелер 2-5 сылы үп қарчы өттінен үчігөйдік түміктәтілерден сыналылар. Тык қағайыстыбатын салатын сайынлары национальный проекта сақат сіргер ұлақан төхүй болды. Арас көріңне қағайыстыва сайдаргар биллер сабыдылы ағылар чинчілі. Тык қағайыстыбатын салатыгар техниканы лизиннәхін бұл проект сүрін тосқолыттан бірдестері болар. Тыгасерин техникатын саңардыга тоғынар үлағағыттар тоймады лизинговай компания бүгінлерге білі көратыгар саңа әбі офиаста. Бұл офис білі сүнін төт олуғын олақтуақтарын ғытты өлелеға. Онан рақстар ұлу жаңлыққа қалғатығар балайда табығастақ сағалахан болды. Бұл бүгін тұймада лизин опия манна бияға бұл арылдан мен өте туақ сынтай тракторы ұдақарен тұрабын. Оны хүрдаған үйерән тұрабын, оны бұл мақтанамын бұл тұймада лизинлерге. Уруккотигар биле сүнүн устаргар трактор бу жон өлүтү опса лизинне хат чаксан вон сеттере бирхинге тиерете. Жон ордук синтай сүсөгөн маркалаа кытай тракторун сеңерде бит. Колобур үйе бөлүлүгөр сыллата карата 4-5 трактора агалар боллакка жон санарын табы кысып. Туймали лизинден республика бир улган тыхайсотун техник качер терилтете бүлүхүннүгөр бәтин филиалын дальний опаспыты хүддах үчүгөй. Олата бияка итулган терилте тыхеригер Чугабыт күнді бейге ханыбыт. Эби офисалы кыркыттыбыт Мадезин компанияның генеральный директоры Семен Иванов, онны бөлүлүгү муниципалитеттерге баһалыгы Николай Афанасьев,
Техниканан себилен yeni teriyi desirger çuga hafta tabagastağın belirtediler. Onna ofis olayar Konstantin Igorovka tabagastağ tehigilakturga kahamnikun urargar ettiler. Саха Государственный университеті бұйыл үбілуін білейді бүгінен бастан университеті бітер кітары көрсүйхүтер иді. Опсайынан бүкіндерге университет, факультеттері көлуденер көрсүйхүтерін тәріен форум ұтасылжар. Бүгін Сақатының филологиятын, ona культурология факультетін бітер форум болды. Етен физика, математическая факультеті бітер көрсүйхүлергер бей корреспондент Татьяна Николаева сыртты. Саха серегер ан бастакы үрдүгü эрак кыһатын баһалаабытын тоохулур, маңнайгы нөмердäк диплому илиитигер туппут Агния Бельчусова университет бастакы хараҥачыларыттан биирдестере. Республика түөлээх учуталлара, математика салаатыгар өракка кииреригер сетте экзамени туйгуннук туттаран устудьон үрдүк атын сүкпүт. Первый курска туахтюрдун четибит. Бияга эти спецпредседательстер элбакпаяттар, литовистар, неместер, еврейдер элбакпаяттар, хага кыргыттара алттар этибит. Көрсүһүү жора киһэтигер физика-математическая факультеты арасыларга битербит 200 выпускник муһунна. Эдер саа саама чалхай умнулубат түгеннерин бирге тарбыт жон көрстөн үеремит сылларын актан санаан астылар. Наха şu işlerlerge öğrenmek bir Vasiliev'ı, Georgi Mikhailov'ı, Rakopşi'yi, işlerler bir nolu onu vakti. Bilinğanga da öldüğü sanıya hediyemiş. Öğretmen tümü açık bir yemeği öğrenen bitirbitti. Tanasap mültük. Eter bana hicr olatlar bağları da horoktora. Tiyattan gibi de olur. Appıkılara da azah huwa. Математика салатын бейхен сетте сыллааққа сүрбе үс студион бүтербит. Ол колленеттен үгістері университет билинги үйеретер састаба. Республика бастықы бөдің өраған кыхатын бүтербит жон, сақа сирегер үйерақ сайдыдыгар, республика олоға жағаға топсарыгар олы курбуттара. Соныргадан Татьяна Николаева, Гаврил Старостин. Микро-петромозаика искусствотынан гуанны улуғын мастера Афанасий Сидоров зіріктамыта сүрбеге сылығар барды. Қая барутын бұтара қайдарыттан кәрек өстілі қартыналары жүхуен тахарар. Бұл седақ жарығын үтчат интерехірген кенеттен келен үйренер болды. Горный улуғын малтанын әлеген ұтық олықтауға Афанасий Сидоров седақ жарығынан улуыз болбаққа республика жануғар бейіренер. Афанасий Накентьевич түрәбіт синетін жерекен тастарын үлтірден өңінен нардан 200-тен тақса қартын оңырды. Ağlarım diyen tuağa. Sinahı camın sayın hıcan nefkey tastır oğlum bütün arası ömüne oğul. Ona çakaydak bu tastan tuğul oğul bu ki diyen. Tof kudüs bite kıhın amanda kelen baramın. Bir öyle bir gün hassında takiyağı dedi. Manlı bulu didi sıhır bu. Bokotoy. Uyudu ümidi taktı. Onu attım tuğdu şey ben takal. Мантан сағалан Афанасий Сидоров ордук айылға кәрі көстүйлерін кыылы көтөрі нұру отолығын көрдірір қартыналары оңырыр. Сайын айы малтаныттан алты көстіғ сине күтігітігер түрәбіт сатағай алағығары сайылық тұттан сайылыр. Күні күннен үріға кейрен айылға айбыт ақсаны білдібет тас өңінен нардан қомыен ұғыны күйіңі кейлерге оларын жарықтанар. Ортатынан бір қартынаны уончы қоны қоңырыр, ордук тағын үлтүрітері үлеләқтен опытыттан кепсир. Афанасий нәйлеген үлеті соғытчытығыр седақ жарығар ұйын уончы кейеға үйретті. Олаттар сәңәрін номно бәйлерін айымныларын оңырын өбейді қуат келдерін әлдер. Республика тағымығар бұстапқаларға күттан рот мастарын седақ жарығын бейірәтчел бән арас ұлыстартан тие сақастан айымнылақ үлі күлгемнәқтік орбуяр. Сонларғанан корнайттан Аида Наговицына Данил Санников. Онтан бүгін университет өбілегер студионнар иккардыларгар республикатағы үхіс универсиадалары болы тұрар. Бүгін Жакускайга күйік қонуға студионнар қайырға күрәқтестілер. Үхіс үйрақ қағаларын иккардыларгар универсиада күрәқтегетігер қайырынан сүйріге барыта алтта үрдік үйрақ, ағыз орта үйрақ командалар күтталар. Универсиада спортивна күрәқтегілері кейін көрәкка әттер аз көріңнен ұйдылалар. Bir самайтың ағына кирси қайар спордығар болы тұрар. Бүгін әржоныр 5-тіңінші, жақсалар 3-тіңінші дистанция классическая стилінен сүрділер. Күрәхтәһи балаһыннан төттү киһи кыттар, 2 ол, 2 кыз, онан хүр багыс ол, онна хүр багыс кыз кыттыналар. То терәһин 3-гә, онна барыттан баһа судейская коллегияга келен бар нөмердән улан бүген бу старка белемнән әҗәлләр. Күрәх университет бәйән сылыгар тәне сахасырын народтарын төрдү спортивный ойнуларын иннигәр тәрлебите ардык дирин солталак болды. Бастык универсиада 2-нче еллар кытылута, онтон 2-нче төткә, оны билин. Bu 2-nче алта. Осыны бе 2 ел болы универсиаданы буланнан үтәбит. Быел универсиада сәттә көрүнгә бара турар. Онтан би көрүнгә бу ханияр.
Бүгүн күн түмүгүнөн үрдүк өрөк кыаларгар эгүү физкультура оны спорт институты бастаан ер. Ол кенне чурапчы онтон эгүү факультеттерин сүймердемит командалары элдер. Орто өрөк кыаларгар маңдагынан бастыгын өмөрдәк Жогускайдагы пет колледж, 2 Блютагы пет колледж онтон аяга шкунан тыхастын техникум айыр. Бастабыт команда ата сарсын эстафета контент билия. Соннарганан Александр Лебедев, Гаврил Старостин. Жекусегей подробно республикатағы саскы ат сүрдүйте болуға. Күрақтахиге кыттарға барыта 10 улустан саяпқа түсті. Онан барыта биоғын сәтті сүйрүйк ат сарсын 2 частан болар күрақтахиге кыттыға. Ат сүрдүйте тыға айстотын академитін бірігер ұтылар бетекке бастығы кәлбет сүйіз тыынча Салковайнан нағырадыланыға. Онтан мұсу тармандаги күнігер болар, ат сүрдүйте болары бұланынар, манна 5 дистанцияға сүйрүйқтірі. Бүгінгі сонunu көрдігіт салғы нұтчалы беріні көрі. Спасибо, Фатима. И мы продолжаем прямо сейчас. Смотрите краткий анонс событий, вошедших в этот выпуск. Первое в этом году заседание комиссии по сокращению задолженности по зарплате. Молодые литераторы подвели итоги работы. Фестиваль Косторезов. Второй день. Сегодня прошло первое в этом году заседание комиссии по контролю за проведением мероприятий по сокращению задолженности по выплате заработной платы работникам предприятий и организаций республики под председательством вице-премьера Александра Власова. На 1 января 2006 года, пожалуй, впервые за несколько лет задолженность по заработной плате была практически ликвидирована. Однако за 2 последних месяца она выросла заново. Сегодня напрямую мы не можем и не имеем возможности перечислять средства хозяйствующим субъектам, в том числе и занимающихся жилищно-коммунальным хозяйством, привело к тому, что у нас сложилась определенная задолженность по заработной плате. Сегодня на заседании комиссии принят план действий по погашению и недопущению задолженности заработной платы в 2006 году. Особым пунктом в план внесено обязательное закрепление всех предприятий с государственной долей в уставном капитале за отраслевыми министерствами, продолжить работу с арбитражными управляющими, а также прослеживать выплату задолжников бывшим работникам предприятий-банкротов. На заседании заслушаны руководители предприятий, допустивших рост задолженности по заработной плате. На 20.03 марта задолженность по заработной плате, чисто по заработной плате, составляла 115,2 миллионов рублей. Буквально 21 числа деньги были направлены по всем улусам в сумме 115 миллионов рублей. И мы прогнозируем, что на 1 апреля задолженность по заработной плате составит 0 рублей. Сотрудники Республиканского Роспотребнадзора провели совещание с руководителями управ и подрядчиками, обслуживающими округа, по результатам мероприятий по контролю за ходом санитарного двухмесячника на территории округов города Якутска. Репортаж Алексея Соколова. Работу ЖКХ за 4 года можно оценить удовлетворительно, отметил заместитель председателя правительства Василий Грабцевич. По его словам, ЖКХ – это непростой вопрос, это тяжелый бизнес с определенными проблемами. Стоит упомянуть о недоработке муниципальных образований. В отопительном сезоне большие проблемы были в ТИКСе. Пошла тенденция такая, да, ГУП ЖКХ немножко полегче стало от того, что он сбросил там и саночистку, там, и обслуживание, и капитальный ремонт жилищного фонда и социальных объектов. Отсюда мы поимели проблемы. В ЖКХ остаются проблемы, связанные с высоким износом котельного оборудования и тепловых сетей. Не обеспечивается должное качество содержания жилищного фонда и объектов социальных сфер. Качество жилищно-коммунальных услуг не в полной мере соответствует нормам. Сохраняется высокая задолженность населения за коммунальные услуги. В прошедшем отопительном сезоне наблюдается снижение ущерба. Если, допустим, брать 2001 годов, то затраты составляли более 50 миллионов рублей, то затраты, связанные уже, так сказать, с прохождением восстановительных работ в 4-5 году прохождения отопительного сезона, всего составили порядка 892 миллионов рублей. Предприятия ЖКХ завершили год с положительным финансовым результатом. Улучшилось состояние расчетов. Проведена большая работа по ликвидации в отрасли просроченной задолженности по заработной плате. Сегодня завершилось 15-е республиканское совещание молодых литераторов Якутии. Цель мероприятия – усиление нравственно-эстетического воспитания молодого поколения, а также объединение усилий молодых творческих сил республики. В ходе данного республиканского совещания молодые литераторы обсудили
не только наиболее острые проблемы в развитии литературы, но и пути решения актуальных вопросов, волнующих общество. За вклад в духовное воспитание молодежи республики заместитель председателя правительства Якутии Александр Власов вручил поэтам и писателям Винокурову Урсун, Слепцовой Корсуннах, Наталье Харлампьевой почетные грамоты правительства. В совещании приняли участие молодые талантливые литераторы со всех улусов и городов республики. Подводя итоги, организаторы отметили, что творчество молодых писателей было и остается ярким явлением отечественной культуры. Лучшие произведения молодых писателей рекомендованы к изданию. Как отметили многие авторитетные деятели литературы, искусства и общественности, проведение республиканского совещания придало определенный толчок в развитии художественной литературы республики и позволило выявить много талантливых литераторов. Очень важно, потому что литераторы 60-х, 70-х годов и 80-х, они складывались в основном благодаря, как мы знаем, вот этих форумов, которые проводились. И сегодня имена Савы Тарасова, Харлампьевой Натальи, Федорова Владимира, которые здесь присутствуют, они говорят о том, что именно через работу с молодежными общественными организациями родились эти имена, и мы уверены, и уже сегодня есть новые имена, которые рождаются, значит, среди молодых наших литераторов. 20 марта весь мир отмечал День любителей французской культуры, обозначенный как День франкофонии. Нашу республику он тоже не обошел стороной, ведь у нас очень много людей, которые восхищаются этим языком и изучают его. У нас была посвящена целая неделя франкофонии и французской культуре. Сегодня в овальном зале Национальной библиотеки прошло торжественное закрытие, на котором побывала и наш корреспондент Татьяна Каракулова. Уже 8 лет отмечает в нашей республике День франкофонии. В этом году мероприятия, посвященные ему, проводились в течение 10 дней. В этом году эта франкофония тоже имеет свою специфику. В этом году мы первый раз провели научно-практическую конференцию для всех любителей французского языка. Также в этом году впервые состоялся фестиваль франкоязычной песни, в котором принимали участие и дети, и взрослые. Желающих принять участие в неделе французской культуры было очень много, в том числе и педагоги, которые приехали из Бельгии. Наша культура интересна, и это тоже праздник, чтобы быть вместе. Преподаватели из далекой Бельгии были удивлены уровнем владения французского языка. Эта франкофония особенно меня поразила энтузиазмом не только со стороны педагогов, но и учеников. Еще меня удивил высокий уровень исполнения французских песен. Деятельность этого проекта направлена в первую очередь на развитие якутской молодежи, воспитание ее в духе межкультурной коммуникации. Татьяна Каракулова, Гавриил Старостин, новости республиканского телевидения. И в завершении выпуска фестиваля «Костореза», что проходит в эти дни в столице республики. Напомню, что он проходит в Якутии уже второй раз. В этом случае под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Материал корреспондентов национального телевидения. На фестивале принимают участие предприятия-производители косторезных художественных и сувенирных изделий, музейные центры и окружные дома ремесел из 4 регионов России. На выставке-ярмарке представлены работы из кости мамонта, оленя и даже кита. К примеру, композиция «Лечу в отпуск», изготовленная чукотскими косторезами из позвоночника кита. В косторезном искусстве, что и хорошо, что, в общем-то, одним цветом, с помощью формы выражена и красота, и отношение мастера к тому, создан шедевр. Кроме Чукотки, на выставку приехали косторезы из Москвы, Тюмени, Камчатки и Таймыра. А всего на фестивале представлены 47 предприятий. Посетители могут не только полюбоваться произведениями искусства, но и приобрести понравившиеся изделия. Интересно то, что международная выставка. И участвуют, есть выставленные экспонаты из Америки. Американского стиля, это индийские, то, что нам не свойственно. Просто посмотреть, как работают другие мастера. А компетентное жюри по итогам выставки определит победителя фестиваля и творческого смотра конкурса «Сказ на бивне мамонта». Алексей Соколов, Андрей Лазарев, Илья Жараев. Новости республиканского телевидения. Этот материал завершает выпуск. Корреспондент национального телевидения продолжает следить за развитием событий. Не переключайтесь, будете в курсе. Новое поступление в магазинах «Коламбия» и «Спортландия». Европейское качество по российской цене. Продукция из Белоруссии в сети магазинов «Женские костюмы». Запомните новый адрес. Октябрьская, 23/1 возле автовокзала. Надежность, скорость, комфорт.
Будьте модными, встречая весну. Новые весенние коллекции в магазине «Модный». Большое поступление во всех отделах. Магазин «Модный». Улица Лермонтова, 37. «Модный». Одежда и обувь для стильных людей. В магазинах Селла новое поступление весенне-летней коллекции. Джей-Ло by Дженнифер Лопес. Уже в Якутске. Торговый центр «Апельсин», 2-й этаж. Первый специализированный супермаркет товаров для рыбалки в торговом комплексе «Меркурий». Найдется все для настоящего рыбака. Пионер – это крупногабаритная бытовая техника. Пионер – это компьютерная техника. Пионер – это цифровые фотоаппараты и видеокамеры. Пионер – кредит на месте за 5 минут. Пионер – доступные цены на идеальную технику. Пионер. Весенняя акция от ИПК «Новый дом». До 31 марта. Снижение цен на вступительные взносы по всем тарифам. Ой, ну когда же папа подарит обещанный мне музыкальный центр? Ох, на дворе 21 век. Я до сих пор стираю руками. Достал меня этот допотопный ящик. Все, еду в ДЭО «Лена». Возьму в кредит. Алмаз-Эргиан-Банк совместно с ДЭО «Лена» специально для жителей Улусов подготовили программу «Потребительский